Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Эми биздин YouTube'дан, интернеттен сүйлөгөн сөздөрүбүздү, эл менен жолугушууда айтылган сөздөрдү угуп жатасыздар, туурабы? Региондорду кыдырып келдик. Мен эми азыр биякта сүйлөй турган адамдардын көпчүлүгү көп болгондуктан кыскача эле бир нерселерге токтоп кетейин деп атам да. Региондордо ушунчалык мугалимдерди, докторлорду, мамлекеттик кызматта иштегендер ушунчалык кысымга алынып жатат. Ата мекенчилерге жардам бергендерге ушунчалык чоң кысым болуп атат. Бул туура эмес нерсе. Уруксат этсеңиздер, мен эки тилди аралашып кете берейин да. Мамлекетте миллиондоп кредит алган жарандарыбызды бекитип койду. Эч кимден сураган жок. Айылдарга региондор көтөрүлбөсүн деп ун таратылды, акча таратылды. Ана мен жанында отурган Искендер Матраимов менин коллегам айтыптыр. Кедейлерге биз ун таратпасак өлүп калмак экен деп. Бай киши, колунда бар киши, мен да колунда барлардын үй бүлөсүнөн келдим. Доомат кылбаш керек. Жасаган нерсеңди жасадыңбы, унчукпай жаса. Жасалгандан кийин элге доомат койго. Аркасынан суроолор чыгат. Ошончо таратылган ун, ошончо каражат декларацияда мынчасы жок болсо каяктан келип жатат? Туурабы? Ошондой суроолорго ар бир ишкер, ар бир мамлекеттик кызматчы жооп бергени үйрөнсө, биякта турган калың катмар эл сиздер сурасаңыздар, үйрөтсөңүздөр, ошондо мамлекеттик кызматка таза адамдар келет. Ошондо сиздердин үнүңүздөрдү угат. Ошондо пандемиянын мен каалаган күнү коем дегендер токтолот. Ошондо реформага, өзгөрүүгө жол ачылат. Мен түшүнөм. На сегодняшний день в Бишкеке настроения не просто протестные, радикально протестные. Такие же настроения в регионах. Мы побывали в Таласе, на Иссыкуле, Чуйскую область объездили, в Аше, в Нарыне, в Баткене, в Джалалабаде. Я не слышала ни одного хвалебного слова в адрес правительства, которое бросило свой 6,5 миллионный народ, своих граждан, бросило своих предпринимателей. Никаких льгот, никаких субсидий, никаких облегченных кредитов от государства не получила. Но при этом почему-то те, кто выходит и говорят об этом, наших друзей в регионах, те, кто нам помогают, их жен, их близких увольняют с работы. Наших агитаторов, ваши 23 агитатора закрыли в буквальном смысле, допрашивали полдня. Тех людей, которые открыто вышли и выступили и сказали, что они будут поддерживать Атамекен. Пока такие вещи будут продолжаться, пока горожане, именно горожане будут отмалчиваться, мы никуда не придем и мы дальше не двинемся. Меня попросили быть краткой, поэтому я просто хочу к вам обратиться. Урматтуу тугандар, уважаемые соотечественники. Вот я тоже запнулась, да? Соотечественники. Большая просьба. 4 октября, когда вы придете голосовать, я понимаю настроение против всех. Я понимаю, что 30 лет государство не помогало, не поддерживало, обманывало и все время что-то требовало от тех, кто работает на государство за не очень большие деньги. Я понимаю ваше настроение. Я понимаю, что мы заслужили прозвище «Чемкирик парламент». Но нам, тем, кто внутри, еще сложнее. Мы с ними ежедневно боремся. Когда приходили законопроекты по списанию 2,5 миллиардов сомов, из них 1,3 миллиардов сомов списания частных компаний, кто выступил против? Тот, кто держит микрофон, я, Эльвира Сурабалдиева. Те, кто стоят за моей спиной, Наталья Никитенко, Абдуахаб Нурбаев, Джанар Акаев, Рыскельди Момбеков, те депутаты, которые всегда стояли за правду на стороне народа. Почему Джанар Акаев наш лидер? Потому что этот молодой человек с первого дня прихода в парламент не боялся говорить президентом, действующим президентом, свое мнение. Кто-то из нас отмалчивался. Но я его уважаю именно за эту позицию, что с первого дня прихода в парламент он не боялся высказывать свое мнение.
Это сложно. На самом деле, там, где мы находимся, сложно быть белой вороной. Сложно противостоять тем, кто в итоге говорит: ну, наступит 4 октября, я опять принесу эти 2000 сом, опять люди забудут и пандемию, и то, что мы грабили и обманывали, то, что мы приносили законопроекты против свободы слова, то, что мы пытались заткнуть 6,5 миллионов своих граждан, чтобы мы не чувствовали их критику, чтобы они не выходили на митинги. По-моему, все это надоело не только нам, но и вам. Согласны? Что такое голосовать против всех? Я хочу объяснить. Тут тоже постараюсь быть краткой. Когда вы голосуете против всех, уважаемые горожане и уважаемые гости, когда вы голосуете против всех, вы помогаете провластным 3 партиям, названия которых мы все знаем. Это Биримдик, Кыргызстан и Мекеним Кыргызстан. Вы помогаете им преодолеть 0,7% барьер. Вы помогаете им пройти в парламент. Но тем самым, голосуя против всех, вы отнимаете голоса у кого? У оппозиционных партий. Названия этих партий вы тоже знаете. Вы их видели, вы слышали. Часть из ваших друзей голосуют за них. Поэтому, когда будете в кабинке, находясь там, внимательно подумайте. Я понимаю, что вы устали. Нам намного тяжелее. Поверьте, не успели мы выйти в предвыборное поле. О нас вспомнили все, включая военную прокуратуру. Дело, которое 9 месяцев никто не поднимал. Мне это сложно понять, я такую логику не понимаю. Всех вот этих ребят, которые здесь находятся, их обзванивают, их родных обзванивают, их просят не выступать, не говорить, не быть радикальными. Но мы тоже устали, поэтому мы вас просим, 4 октября, когда вы придете в кабинки, подумайте о будущем. Я знаю, что вот те, кто стоят за моей спиной, они бы хотели, чтобы через 10, через 20 лет, когда мы с вами встретимся здесь же, на Держинке, в парках, чтобы дети, которые вот здесь бегают, которым тогда будет, наверное, тоже, как и вам, кто сидит здесь спереди, чтобы они не плюнули нам в лицо, а сказали: вы были 2-3 созыва в парламенте, вы были в исполнительной власти. Чтобы они понимали, что через 20 лет вот эти люди, которые здесь стоят, они тоже положили многое для того, чтобы вы нас потом не стеснялись. Мы вас не подводили в парламенте, мы вас не подведем, но нам тоже нужна ваша поддержка. Чынакырыс келди байке айтат го, машина жүрүп жатып эле бензини түгөнөт. Биздин да единицасы ушинтип 5 жылда бир түгөнөт экен. Салып коюңуздар, добуш берип коюңуздар, колдоп бериңиздер. Биз уят кылбайбыз, иштедик, дагы иштеп беребиз. Чоң рахмат.